Руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев отправится в зону СВО. Безусловно, это одна из главных новостей недели. Выбор сделан осознанно, без давления и побуждений извне. Ранее о своем решении поехать на защиту Родины сообщил мэр Воркуты Ярослав Шапошников. И с собой он повезет еще 5 человек. Похоже, что вскоре на фронте будет целый отряд чиновников из Коми. Алексей Корчма продолжит. Хочу сделать заявление и рассказать вам о своем решении, которое принял, основываясь на личных убеждениях, жизненных принципах и четком понимании того, что по-другому я поступить не могу. Решение Игоря Дягилева уйти на фронт для многих стало неожиданным, а вот друзья и коллеги говорят, ничего удивительного нет. Ранее руководитель регионального Минздрава несколько раз бывал в рабочих поездках на территории Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с депутатом Госсовета Коми, фельдшером Андреем Климушевым посещали больницы, общались с бойцами. Фронтовая и прифронтовая жизнь Дягилеву уже знакома. Он своим примером показывает всем, что медики, даже являясь на высоком посту, всегда находятся на передовой. Когда мы с Игорем Дягилевым ездили в Ровеньки, при посещении объектов медицинских в нашем подшефном городе, было понятно, что прям по глазам Игоря Владимировича, что он прям практически готов и рвется в бой для того, чтобы оказать помощь. Он по своей специализации травматолог-ортопед, и там такие специалисты, просто, как говорится, на вес золота. Я желаю ему вернуться живым и здоровым и горжусь своим коллегой. Настоящий мужской поступок, прокомментировал глава Коми Владимир Уйба решение Игоря Дягилева. Как заверил руководитель регионального Минздрава, все проекты и данные обещания в сфере здравоохранения, обязательства перед работниками и пациентами будут выполнены. Уверен, что многолетний опыт работы в здравоохранении, навыки и знания Игоря Владимировича будут востребованы на передовой, а опыт, полученный на фронте, совершенно точно будет полезным в дальнейшей работе уже на гражданке. Это далеко не первый и не последний случай, когда те, кого принято называть чиновниками, бросают свои кабинеты и должности и уходят добровольцами, рассказал заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой. На передовой мэры городов, представители партий, депутаты. С Игорем Дягилевым мы знакомы еще по работе в нашем родном Юго-Восточном округе Москвы. Он был главным врачом крупного диагностического центра Выхино. Сидеть на месте и думать, что война – это где-то далеко, безответственно. Пора начать выходить из зоны комфорта и проявить гражданское самосознание. Не можешь пойти на фронт – обеспечь надежный тыл. Только так можно победить. И никак иначе. Свое решение согласовал с супругой и родителями. Контракт с Минобороны России составит 180 дней. В декабре Игорь Дягилев вернется на работу в министерство. Уверен, что коллеги смогут добиться всех намеченных целей. Спасибо вам огромное. Не прощаюсь. Говорю вам до свидания, сообщил Игорь Дягилев на крайней встрече со своими подчиненными. Создаются медицинские отряды специального назначения. Я надеюсь, я буду работать травматологом, но и мои организационные навыки и компетенции, я надеюсь, тоже пригодятся. Поэтому собирают нас, и некий период обучения пройдет в Санкт-Петербурге, а потом уже поедем в зону СВО. Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил о своем желании отправиться в зону СВО. Он имеет специальное звание майора, общеармейское рядовой, и намерен служить в той должности, которую назначит командование. Я также принял для себя решение, сделал выбор не просто поддержать наших бойцов морально или материально, а поддержать их физически. И в скором времени я также заключу контракт на 1 год с Министерством обороны, чтобы поддержать наших бойцов там. По администрации и по нашим подведомственным учреждениям информация уже пошла. Уже 5 человек согласились встать со мной рядом. Ярослав Шапошников будет служить в составе команды коллег от Республики Коми, которая сейчас только формируется. Не исключено, что на передовой мэр Воркуты встретится с земляками. Незадолго до объявления частичной мобилизации партиец Максим Крайн выиграл выборы и стал депутатом Сосногорска. Он не стал прикрываться мандатом и бегать от военкомата. Сейчас Максим принимает участие в боевых действиях на одном из направлений под Донецком и ждет достойное подкрепление из Коми.